В павильоне Абхазии на ВДНХ завершаются ремонтно-реставрационные работы, и уже совсем скоро он распахнет свои двери для посетителей. Национальный центр Абхазии в Москве станет масштабной и амбициозной площадкой для наших соотечественников, проживающих в России, гостей столицы из дальнего и ближнего зарубежья и всех россиян, которые знают и любят Абхазию, подчеркнул торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц. В ходе совещания и инспектирования здания с участием первого заместителя генерального директора ВДНХ Александра Тарасова, руководителей подрядных организаций и представителей профильных департаментов правительства Москвы. Для Абхазии это очень важно, поскольку здесь будут реализовываться масса мероприятий. Это и мероприятия с участием наших мастеров культуры, с участием нашей диаспоры, наших детских коллективов творческих. Кроме того, профильные выставки, которые обязательно должны здесь развернуться. И таким образом мы будем рассказывать москвичам, россиянам, гостям из дальнего и ближнего зарубежья, гостям столицы, о том, что представляет из себя сегодняшняя современная Абхазия. С ее богатой культурой, с ее трудолюбивым народом, с ее устремлениями к тому, чтобы открывать для себя мир, открыться миру, для того, чтобы как можно большее количество людей узнали о нашей стране. От руководителя службы технического надзора Международного культурно-делового центра Республики Абхазия хотел бы выразить огромную благодарность Олегу Сасовичу Барцыц, который, приезжая и участвуя в наших совещаниях, всегда сдвигает те вопросы, которые плотины, вот они встают, технические, финансовые, по срокам. И вот сегодня очередной у нас сдвиг произошел, было протокольное совещание, где вот как раз свет в конце тоннеля мы увидели по многим направлениям, которые вот были застопорены. Юридические, финансовые вопросы. То есть все это сегодня вот сдвиг произошел, и вот по итогам будет выпущен протокол, который, я уверен, возымет дальнейшие действия. У павильона номер 6 богатая и яркая история. Он был построен в 50-х годах прошлого столетия и назывался Литовская ССР. Тогда при послевоенной реконструкции выставки было решено построить отдельные павильоны для всех 3 прибалтийских республик, так как в то время существовал лишь один посвященный им павильон. Павильон номер 6 был оформлен в стиле сталинского ампира с применением народных литовских мотивов. Первая экспозиция в его стенах была посвящена культуре и традиционным ремеслам, а также новейшим промышленным предприятиям Литовской ССР. В 1964 году с переходом в ВДНХ с республиканского принципа на отраслевой тематика павильона была полностью изменена, и он получил название «Химия», соответствующей полной заменой экспозиции. Новая экспозиция делилась на 7 разделов, каждый из них был посвящен достижениям советской науки. Затем здание передали Абхазии. Здесь идут ремонтно-восстановительные работы. Процесс непростой, ведь важна каждая деталь. Мы воссоздаем полы 1952 года из бетонно-мозаичного террацио, полностью повторяем исторический рисунок и привязываем его к фактическому зданию, потому что у здания есть уже историческая кривизна, это достаточно сложно, но у нас четкие геометрические формы, поэтому мы вписываем их в сам объект. И контур ковра состоит из очень мелкого рисунка. Это вот такие маленькие кубики. Их большое количество. Здесь их 400 с чем-то штучек. И здесь, в принципе, рисунок получается очень сложным для бетона, потому что в каждый кусочек заливаться будет бетон отдельным элементом. И дальше шлифоваться и полироваться. Поэтому это для бетона это очень сложная работа. Уже мы начали выставлять рисунок, немножко вносим корректировки более современные. Сейчас для того, чтобы линии были более ровные, мы используем рельс-формы, но это визуально никак не будет влиять, но немножко современного все-таки добавляем в работу. И выставляем сейчас стекло, то есть вот эти вот узоры, эти мелкие кубики, мелкие стеклышки, они выставляются таким образом. В каждый квадратик еще квадратик, это все будет крепиться и заливаться бетоном, и шлифоваться, и полироваться. В общем, в итоге это будет очень красиво. Это уникальная у нас технология, и наш пол будет самым насыщенным и самым сложным с точки зрения изготовления вообще на территории всей ВДНХ.
Это вот я общался с нашим подрядчиком, она объяснила, что у нее впервые такой уникальный объект, и насколько вот мощно в 1952-1954 году наши предки, вот они все это делали, и насколько это вот уникальные технологии. Да? То есть я уверен, абхазские посетители, которые придут потом в павильон, они обратят на это внимание, и в Москве мало мы найдем таких мест, как в нашем павильоне. Кроме того, реставрационные работы идут на 2 уличных колоннах здания. Также в процессе монтаж инженерных систем павильона. Часть инженерных систем уже смонтирована и ведется их пусконаладка. Часть инженерных систем мы ожидаем поставку оборудования. В основном это касается слаботочного оборудования и оборудования ИТП. Вот, оборудование все проплачено, то есть в принципе уже в ближайшие недели ожидаем поставки. То есть как только будет поставка, то сразу приступим к монтажу и, повторюсь, пусконаладкой. Павильон Абхазии на ВДНХ в Москве обещает быть не только одним из самых красивых и ярких, но и, конечно, гостеприимных. Гугут Савардания, Абхазское телевидение.